كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Дорогие братья, прошел месяц Рамазан с его благословенными днями и с его ночами, благословенными святыми, священными ночами, которыми выстаивали. И она прошла через нас, и кто-то преуспел в своих ибадатах, в своем поклонении Аллаху Субханаху ва Та'аля, и оказался среди тех, у кого Аллах принял ибадати, поклонение, садака, дуа. И кто-то в этом не преуспел. Просим Аллаха Субханаху ва Та'аля, чтобы всех нас сделал из тех, кто обрадовал Аллаха Субханаху ва Та'аля принятием наших благих дел. Просим Аллаха Субханаху ва Та'аля, чтобы принял у нас все наши ибадати, поклонения, наши дуа и молитвы. День праздника сегодня – это день бараката, радости, в котором мы радуемся больше всего тому, что Аллах Субханаху ва Та'аля дал нам тауфик делать эти ибадати, дал нам помощь делать эти ибадати. Воистину верующий человек радуется именно этому. В этой дуне радуется того, что Всевышний Аллах приближает его к себе. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, говорит Аллах Субханаху ва Та'аля. Скажи, говорит им, بِفَضْلِ اللَّهِ, благами Аллаха, благословением Аллаха, тауфиком Аллаха тебе ибадати делать, поклоняться Аллаху, ваби рахмати и милости Аллаха, фабидалика фальяфраху, этим и радуйтесь, говорит. Пусть мы верующие люди радуются этим. Хуа хайру мимма яджмаун, это лучше, чем то имущество, которое вы собираете, говорит Аллах Субханаху ва Та'аля. Поэтому, дорогие братья, верующие люди именно радуются именно тауфику поклонения, приближением Аллаха Субханаху ва Та'аля. Даже когда к ним приходят мирские имущества, мирские блага, они радуются не из-за того, что они к нему пришли, они радуются из-за того, что этим имуществом он может приближаться к Аллаху Субханаху ва Та'аля. Аллах в Коране рассказывает: «Инна Аллаха ла юхиббуль фарихин», говорит Всевышний Аллах, не любит, говорит, радующихся. Об этой радости, о какой радости Аллах говорит? О радости кафиров, которые наслаждаются этими имуществами, этой дуни, наслаждаются их сопротивлением призыву пророков, саллаллаху алейхи вассалям, призыву Аллаха. А верующий человек чему радуется? Радуется каждому ибадату, который Аллах Субханаху ва Та'аля дал тауфик ему приближаться Аллаху Субханаху ва Та'аля. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит:
лисаими фархатан. Для постящего человека есть две радости, говорит. Ида афтара фариха бифитрихи. Когда он разговляется, день разговления, он радуется дню разговления. Почему? Потому что он знает, что он приближался к Аллаху. Он знает, что Всевышний Аллах принял. Он уверен, что Всевышний Аллах принял у него ибадаты, поклонения. Это первая радость. Вторая радость, когда он встречается с Аллахом, субханаху ва тааля, судный день. Прошел Рамазан, днем терпели голод, жажда, и ночью делали поклонение Аллаху, субханаху ва тааля. Просили, чтобы Всевышний Аллах у нас принял его. Так же и пройдет это наша жизнь. Как и мы радуемся в этот день, мы будем радоваться днем, когда будем встречаться с Аллахом, субханаху ва тааля. Для каждого из нас наша жизнь есть как Рамазан месяц. Мы терпим этой жизни, ибадаты, поклонения, испытания разные, которые Аллах навлекает на нас, направляет на нас. Терпим ради чего? Ради встречи с Аллахом, субханаху ва тааля. Ради получения его довольства, ридвана Аллаха, довольства Аллаха. Ради того, чтобы видели лик Аллаха своими глазами в судный день. Поэтому это самая большая радость и самое большое наслаждение в раю, когда верующие люди видят своего Господа. И когда Аллах, субханаху ва тааля, направляет на них его довольство. Всевышний Аллах спросит людей, которые находятся в раю: довольны ли тем, что я вам давал? Они скажут: да, конечно, Господь наш, конечно, мы довольны. Вот. Хотите ли вы еще что-то? Они говорят: что же мы будем хотеть после всех этих благ? Тогда Всевышний Аллах открывается перед верующими людьми, и все верующие люди увидят своего Господа. Это самая большая радость. Поэтому, дорогие братья, радость всегда должна быть помощь, из-за помощи Аллаха нам делать ибадат. Потому что это маленькие победы, которые мы получаем в нашей жизни. Победа над нафсом, победа над нашими страстями, победа над шайтаном, победа над страстями нашего брата, победа над шайтаном нашего брата. Это маленькие победы, которые Аллах, субханаху ва тааля, дает нам перед большой победой. А самая большая преуспеяние, самая большая победа, это когда мы встретим Всевышнего Аллаха. Яумаидин яфрахуль му'минун. И в этот день будут радоваться верующие люди бинасриллах, победой Аллаха, который Аллах ему дает. Янсуру ман яша ва хуваль азизур рахим. Дает победу, кому захочет. Потому что без тауфика Аллаха мы ничего не сможем сделать. И самый большой праздник для нас, дорогие братья, это каждый день, который мы находимся в добром здравии и здоровье, и поклоняемся Аллаху, субханаху ва тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ман асбаха минкум аминан», тот, кто просыпается утром из вас в безопасности, муафан фи джасадихи, здоровье в своем теле, индаху куту яумихи, у него есть еда одного дня, факааннама хизат ляху дунья бихазафириха, как будто Аллах ему дал весь этот дунья полностью, говорит. Это настоящий верующий человек, так бывает. А на верующий человек, он всегда боится, он всегда думает о завтрашнем дне. У него длинная надежда на эту жизнь. Он всегда боится страха. Шайтан всегда перед его глазами ставит страх нищеты, страх бедности. Поэтому мы увидим алчным этой дуни. Верующий человек так не бывает. Он смотрит на свой иман в первую очередь. Как он проснулся? Если он верующий человек, если у него здоровье, Аллах ему дал, он говорит: «Альхамдулиллах». Если у него есть еда одного дня, он скажет: «Альхамдулиллах». Поэтому, дорогие братья, Ид связано именно с ибадатом. Ид, праздник, это и есть ибадат, самый большой ибадат.
такбир, который мы здесь делаем, ид у верующего человека с чего начинается? Он начинается с восхваления Аллаха, возвещения Аллаха Субханаху ва Тааля. Как после того, как зайдет солнце вчерашнего дня, последнего дня Рамазана, человек что начинает? Верующий человек, чем начинает этот ид? Начинает такбиром. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар кабира, Альхамду лилляхи кафира. Этим такбирами начинает. Аллах обращается к нам в Коране и говорит: «Вали тукмилу иддата». И пусть они завершают срок Рамазана месяца по посты. «Вали тукаббиру Аллаха аля ма хадакум». И что вы делали такбирит за что? «Аля ма хадакум». За то, ни'мат, который, за то, что Аллах ведет вас по истинной пути. Потому что в мире есть миллиарды людей, которые не верят Аллаху Субханаху Тааля. Но среди них нас избрал Аллах Субханаху Тааля верующими людьми. Поэтому мы говорим Аллаху Акбар, возвещаем Аллаху Субханаху Тааля за это наставление нас. Ла'аллакум ташкурун, быть может вы сделаете шукр Аллаху, говорит Аллах Субханаху Тааля. За каждый тауфик ибадате, за каждую помощь нашим ибадате мы больше и больше должны благодарить Аллаха. «Вала ин шакартум ла азиданнакум», говорит Аллах. Если вы будете благодарить Аллаха за благо, Всевышний Аллах вам прибавит, говорит. В первую очередь этому радуется верующий человек. В вторую очередь радуется тому, что у него есть братья-мусульмане, с которыми может он поддерживать связь, через которых он может приближаться к Аллаху. У него есть родственники, с которыми он будет держать связь, и через которых может он приближаться к Аллаху. У него есть родители, которым он будет проявлять уважение, через которых будет он приближаться к Аллаху Субханаху ва Тааля. У него есть братья, нуждающиеся, через которых он может приближаться к Аллаху Субханаху ва Тааля. Посланник Аллаха говорит: «Ман наффаса ан му'минин курбатан мин кураби дунья». Тот человек, который облегчит какую-нибудь трудность этой дуньи верующему человеку, наффаса анху курбатан мин кураби яум аль-кияма. Этому человеку облегчит трудности судного дня, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому мы приближаемся к Аллаху нашими ибадатами и нашими отношениями между собой. Любовь ради Аллаха к брату – это приближение Аллаха. Однажды рассказывается в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что один человек хотел навестить своего брата в другом селении. И Всевышний Аллах отправил ангела, чтобы рассказать ему благую весть. И этот ангел подождал, пока он пройдет рядом с ним. «Каля айна туриду», ты куда хочешь пойти? «Каля уриду ахан ли фи хадихи л-карья», я хочу в этом селении, мой брат есть по вере. «Каля факаля халлака алейхи мин ни'матин таруббуха», он чем-то должен тебе, говорит, какие-то блага есть, которые ты от него получаешь. «Каля ла гайра анни ахбабтуху филлах», нет, говорит, просто я полюбил его ради Аллаха, говорит. Потому что он богобоязненный человек, потому что он приближает меня к Аллаху Субханаху Тааля. «Каля фа инни расулуллахи илайка», он говорит, я ангел Аллаха, посланник Аллаха к тебе, би анна Аллаха азза ва джаль кад ахаббака кама ахбабта, рассказать тебе, что Всевышний Аллах полюбил тебя, как ты полюбил твоего брата, говорит. Любовь это ради Аллаха, это великая вещь, это великое приближение. И в этот день для нас есть возможность укрепить эту любовь ради Аллаха Субханаху ва Тааля. А также для нас есть возможность расходовать имущество, приближаться к Аллаху Субханаху ва Тааля нашими нуждающимися братьями. Верующий человек знает своего брата, нужду своего брата. Беспечный человек не знает его. Аллах в Коране, когда говорит, рассказывает о бедных людях, которые не просят людей, но Аллах говорит, верующие люди
знают их по их лицам, говорит. Почему? Потому что верующий человек всегда ищет нужду своего брата. Нуждается ли в чем? Хоть какой-нибудь намек увидит, что этот человек нуждается, сразу же пытается ему помочь. Пример верующих людей этой жизни, как говорит посланник Аллаха, фитаваддихим, ватарахумихим, ватаатуфихим, камасали джасадиль вахид. Как одно тело, говорит. Идаштака минху удун, если заболеет хоть один часть этого тела, тадаат ляху саируль джасад. Реагирует на это полностью тело, говорит, биссахри вальхума, бессонницей и болезнью, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах Субхану Ва Тааля в этот праздничный день объединит наши сердца. Пусть Аллах Субхану Ва Тааля в этот праздничный день объединит всю умму Мухаммада, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дать победу мусульманам во всех, где бы они ни были. Пусть Аллах Субхану Ва Тааля даст победу мусульманам над ихними нафсами, над шайтаном, над врагами Аллаха Субхану Ва Тааля. Пусть Аллах поможет нашим братьям и сестрам в разных уголках земли. Баракаллаху фикум, акулу каули ва астагфируллах аль-азим. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. Дорогие братья, есть адаби праздничного дня. В первую очередь, когда заходит солнце, говорит такбир до намаза, и после этого нарядиться, искупаться, делать красивые запахи и выйти к братьям, делать намаз Ид, и после Ида навестить своих братьев, не просто братьев, которые ты всегда отношения делаешь, даже тех братьев, которые отвернулись от тебя, даже тех родственников, которые отвернулись от тебя. Это и является настоящим испытанием твоей любви к братьям. У нас обычно бывает, что мы дружим или делаем отношения с теми, с кем у нас всегда отношения бывают. А те, люди, которые отвернулись от нас, начиная от родственников, мы с ними отношения не держим. Они же не держат с нами отношения, говорят. Но мы должны это делать. Это первый адаб. Второй адаб – это придерживаться умеренности. Наша умма исламская, мусульманская умма – это умма, умеренная умма, серединная умма. Аллах в Коране говорит: «Кадалика джа'альнакум умматан васата». Таким образом мы сделали срединной уммой. Говорит, во всех делах мы умерены бываем. Особенно, дорогие братья, в наших расходах или, скажем, расточительстве, исрафе, которые мы делаем во время праздников. Рамазан месяц прошел. Субханаллах, сколько мы видели, когда совместные ифтары были в шатрах Рамазана или в мечетях, или же разных, куда приглашен. 50% еды у людей оставалось. Что люди делали? Все собирали и выбрасывали ее. Это же риск. Это же риск, за который оплачено. Это благо Аллаха Субхану Ва Тааля, который Аллах дал нам. Также бывает, и в праздниках бывает. Делаем огромное количество еды, но не можем его правильно расходовать. То есть оставляем испортиться после этого. У нас как культура это стала. Культура расточительства, исрафа. Делать исраф. Аллах в Коране говорит: «Кулю вашрабу, валя тусрифу, иннаху ля юхиббуль мусрифин». Пейте, ешьте, пейте, говорит. «Валя тусрифу», но исраф не делайте. Всевышний Аллах не любит аль-мусрифин, те, кто делает исраф.
وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. И не расточительствуй, говорит Аллах, воистину расточители являются братьями шайтана. Мусульманская умма сам больше всего делает исраф в этом мире. В одной Саудовской Аравии, субханаллах, каждый год выкидывается на душу населения где-то 425 килограммов еды. Это на душу населения. Только Саудовская Аравия. Это первое место в мире по выбрасыванию. Это тонны еды, которые выбрасывают. Это 1,3 миллиардов долларов. 1,3 миллиарда долларов выбрасывается просто так. Тогда как мусульмане, 30% мусульманской умме, 30% мусульманской умме живет ниже черты бедности. Но больше всех исраф мы делаем. Даже у кафиров порицается исраф. Но мы, мусульманская умма, у которых есть основа против исрафа, который Всевышний Аллах нам рассказал, что мы не любим, что Всевышний Аллах не любит исраф, а также умма, кому пророк саллаллаху рассказал, не делайте исраф водой, если вы даже находитесь возле реки, мы делаем исраф. Первое место занимаем. Сколько из мусульман, когда людей приглашают туда, в ресторан или куда-нибудь, сколько еды там оставляют, субханаллах. Просто стесняемся сказать, положи нам, мы заберем это с собой. И это все это выкидывается. Это миллионы тонн еды, которые выбрасывают мусульмане. Поэтому, дорогие братья, умеренность должна быть во всех делах, наших расходах, даже еде, которую мы кушаем. Самый худший сосуд, который человек заполняет, это его живот, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Особенно в месяц, когда праздник бывает, распускает живот. Это же не только порицаемо шариатом, но и вредит ему здоровью человека. Если необходимо, 1/3 для еды, 1/3 для воды, 1/3 для воздуха, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Даже в наших расходах Аллах говорит: «Валя тадж'аль ядaka маглулатан иля унукика». Не держи свою руку из-за скупости вот так, не расходи, «Валя табсутха куллаль бас», и не разбрасывайся своими деньгами, говорит. «Фатак'уда малуман махсура». Потом ты не сожалел, говорит. Это важный адаб, дорогие братья. И следующий адаб, после того, как закончится сегодняшний день, желательно, дорогие братья, 6 дней поститься. Не обязательно сразу, что после дня Ида поститься. В течение месяца Шаваля желательно поститься. Посланник Аллаха говорит: «Ман сама Рамадана, thumma атба'аху ситта мин шаваль, кана касиями дахри». Человек, который постится месяц Рамазан, и потом 6 дней Шаваля будет поститься, как будто он держал целый год пост, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, дорогие братья, дай Аллах субхану ва тааля тауфик нам быть умеренными во всех наших делах, провести наши дальнейшие ибадаты лучшим образом. Если мы видим от себя, что дальнейшая жизнь у нас после того, как мы вышли из Рамазана, идет в ибадате, поклонение, это самая большая радость для нас, или самая большая бушра для нас, то, что Аллах принял наши ибадаты, наши дуа, наши поклонения. Дай Аллах субхану ва тааля помощь всем мусульманам. Дай Аллах субхану ва тааля помощь нашим братьям в Сирии, Палестине, Бирме, Афганистане, где бы они ни были, под гнетом, под трудностями. Пусть Аллах освободит наших пленников мусульман. Пусть Аллах субхану ва тааля даст победу и возвысит эту умму. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
душе поздравляю.